Вы смотрите проект «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами участник боевых действий, ветеран СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях участница СВО. Старшая медсестра операционно-перевязочного взвода медроты имени Давлетова Эльвира Сираева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в военной форме и в звании младшего сержанта, с наградами, и сейчас в отпуске. Вот каково это? Вы знаете, каждый раз, возвращаясь сюда, домой, в Башкирию, я часто вспоминаю слова из песни «Это счастье, путь домой». И на самом деле это какое-то такое спокойствие. Ну, вообще, я люблю свою республику, мне нравится все здесь, а тем более здесь отчий дом, родной дом. Мама моя, дети, конечно, разъехались, но, во всяком случае, тепло родного дома, оно всегда присутствует. И я всем желаю, чтобы у всех была такая точка, куда можно вернуться всегда, и где вы ощутите тепло родного дома. Вы родом из Краедельского района, верно? Да. О чем больше мысли, о доме или о том, как сейчас бойцы на фронте? Будучи в отпуске, конечно, стараешься расслабиться и не думать о тех буднях, которые там. Здесь все-таки жизнь налажена, здесь все хорошо, здесь все цветет, весна. Ну и мы, как женщины, конечно же, хотим быть красивыми, а тем более весной. Вам это удается? Спасибо, Успеваете благодарю. перезагрузиться? Конечно, конечно. Ваши обязанности на передовой. Вот чем вы там конкретно занимаетесь? Ну, сейчас, в данный момент, я работаю в госпитале, который направлен на реабилитацию и лечение бойцов нашего полка Башкортостан. В мои обязанности, так как я старшая медицинская сестра и операционная сестра, естественно, входит это перевязки, лечение ран, ну, естественно, и психологическая какая-то помощь, потому что, ну, без этого никуда. Ребята приходят с передовой. Я думаю, что это немаловажный момент. Есть видео, где вы проводите операцию в полевых боевых условиях. Это как раз в нашем госпитале проходит операция. Поступил парень у нас с осколочным ранением. И... Это ранение, да, ведь? Да, это осколочное Только что вот бойца ранение. привезли? Да, осколочное ранение. И вот как раз мы удалили этот осколок и ушиваем рану. А достаточно ли вот всего необходимого, чтобы проводить вот такие медицинские процедуры там, на передовой? Да, спасибо хочу сказать, конечно же, волонтерам, вообще правительству Республики Башкортостан, которые оказывают всестороннюю поддержку нам, всему полку Башкортостан, потому что не раз повторялось уже и повторюсь вновь, мы, наверное, единственный регион, которому так хорошо помогает, поэтому, в общем-то, недостатка и в медикаментах, и в продуктах питания, и каких-то бытовых вот таких моментах у нас нет. Но ведь еще и волонтеры условно, каждую неделю приезжают и привозят медикаменты, какую-то вот технику. Да. Ну вот говорю уже, что на самом деле благодаря именно волонтерским организациям, волонтерам, простым гражданам, вот эта вот вся помощь, которая к нам приходит, она доходит до адресата. Я всегда отправляю обратное видео, обратную связь, чтобы люди знали и понимали, что все, что они делают, это все для нас, все для победы. Победа будет за нами. Наверняка это отрасль медицины, она постоянно обновляется. Удается ли вам следить за этими обновлениями и, соответственно, внедрять их в работу на передовой? Ну, на этот вопрос я бы хотела так сказать. Есть ребята, молодые хирурги, которым я очень благодарна, с которыми я работаю. Они очень трепетно и очень добросовестно относятся к своей работе. Они очень много знают, понимают, с интересом относятся к своей работе. Это не так часто бывает. Мне повезло. Я работаю с хорошими докторами, с хорошими врачами. Вообще медицинская рота — это те люди, с которыми интересно и надежно можно работать в любых условиях. А в вашей роте все из Башкортостана? Или есть еще из других регионов, там, с Челябинской области, например? Ну, вообще медицинская рота формировалась у нас в Башкортостане. Но в процессе к нам пришли девочки из других регионов. Это, в частности, Самарская область, из города Самары. 2 девочки в нашем полку служат.
Но вы все вместе, вы единое Да, целое. прекрасно работаем, рады. А вот как им Чак-Чак наш? Ну, на этот вопрос тоже хочу как сказать. Вообще Башкирия — это уникальный край. И мы стараемся именно в работе госпиталя привнести что-то свое национальное. Это начиная и от башкирских блюд, которые мы готовим в столовой, ну и заканчивая, конечно же, теми мероприятиями, которые мы там проводим для бойцов в дни праздников или просто выходные. На кухне у нас готовят ту же самую куламу и лапшу домашнюю, которую ребята с удовольствием кушают. А именно какие-то мероприятия у нас, хочу отметить, в нашем полку, в нашей роте служит работник культуры. Да. И благодаря ему как раз у нас проходят различные мероприятия, которые вот он организует. Ну и хотелось бы еще отметить, что и среди бойцов, и среди нашей медроты есть талантливые люди, как оказалось, благодаря чему наши мероприятия очень интересны. Всегда есть как поднять боевой дух. Но работа у вас такая сложная, спасать человеческие жизни. Не зря вас называют ангелы в белых халатах. А удается ли вам отдохнуть? Как у вас со сном? Вообще, когда ты туда идешь, ты же знаешь уже, на что ты идешь. Ты приблизительно представляешь, что как оно будет. И тем более я нахожусь уже на этой территории 3 года. И, в общем-то, Ну, к этому привыкаешь. к этому привыкаешь, Да. честно сказать. Наверное, это не есть хорошо, но, к сожалению, обстановка. Ну и потом вот эта работа, вы знаете, она настолько мне нравится, что я вот на это не обращаю внимания. И я очень рада, что попала вообще в полк Башкортостан, вообще попала на эту территорию именно по своей профессии, по своей работе, и нисколько не жалею об этом. Такая же работа, как продолжение моей, просто немножко в других условиях. У вас позывной «Луна». Как это так получилось? А на башкирском «ай». Да. Ай. Нежно. Да. Когда сказали придумать свой позывной, у меня немножко был другой. Он был длинноват, сказали. Кто-то предложил «Луна». Я подумала, почему бы и нет, тем более «Луна» все-таки и связана немножко с мусульманством, так как я мусульманская женщина все-таки. Ну и вот как-то так сложилось, теперь уже меня знают как «Луну». А как бойцы относятся к женщинам-медикам? Именно там проявляются как раз и видят в нас женщин даже в таких условиях. Вы нежная и хрупкая, но медали у вас, медаль Жукова. Это государственная награда. Это государственная награда, Конечно. медаль Шеймуратова. Это тоже отличительный знак за подвиг и за тот вклад, который вы сделали в СВО. Скажите, что эти награды значат для вас? Это, конечно, отметка моего труда, какого-то моего вложения. Но я также хочу и сказать, что это не только моя работа, это работа всей бригады, всей медроты. И я благодарна всем, с кем я работаю. Очень приятно, что меня отметили именно этими наградами. Большое спасибо. А буквально недавно вам присвоили звание заслуженного работника здравоохранения. Глава Республики Башкортостан вручил вам эту награду. Вот какие были ощущения? Ну, в медицине уже в общей сложности я 30 лет. И поэтому, наверное, все-таки, конечно же, приятно, что отметили, что увидели. Тем более получать из рук Ради Фаритовича это вдвойне приятно. Но вы еще сказали такие хорошие слова на вручении. Служу в полку Башкортостан, единственном полку, который благодаря вам, Ради Фаритович, поддерживается. Очень горда, что служу в этом полку. И все это время нам помогали, конечно же, волонтеры. Благодаря именно женщинам мы сегодня работаем, служим и помогаем нашим бойцам. От чистого сердца благодарю, люблю. Победа будет за нами, ваша Луна. На самом деле, от чистого сердца я всем благодарна. И опять-таки повторюсь, что это не только мой труд, не только моя награда, это награда всех, с кем я работаю. Всем безумно благодарна, всех люблю, все, кто поддерживает. На самом деле, это искренне. Когда нас хвалят, ты и мужчину, наверное, тоже, мы стараемся еще больше помогать, работать, любить, дружить. И поэтому, конечно же, это приятно. Как крылья расправляются. Да?
Когда началась специальная военная операция, вы были фельдшером медицинской скорой помощи, верно? В Краедельской центральной районной больнице. Это, конечно, опыт колоссальный, да? Да, а вот опыт, безусловно, помог, ведь там, вон, на передовой. Конечно, конечно. Я работала с доктором, она всегда говорила, ну вот, то есть у нас в разговоре были такие моменты, что, честно сказать, когда ты не применяешь в работе что-то, ты забываешь. И вот она всегда мне говорила, если есть опыт, его не пропьешь, и он никуда не денется. Ну, честно, наверное, оно так и есть, потому что в экстремальных каких-то условиях и вообще вот в работе это все вспоминается, и уже руки и сами делают. Безусловно, весь наш профессиональный, накопленный жизненный, эмоциональный опыт нам пригождается каждый день. А с начала специальной военной операции вы отправились в составе медицинского взвода в город Красный Луч. С чем там столкнулись? Когда мне предложили по линии Минздрава поехать как раз в зону СВО, я это воспринимала как свою работу, как продолжение своей работы, своей профессии. Поэтому ничего там удивительного, ничего сложного для меня не оказалось. Просто, повторюсь, эта работа немножко в других условиях, немножко другие, то есть там в основном ранения были, огнестрельные, осколочные, все такое. Специфика немножко поменялась, а так сама работы нет. Поэтому могу сказать, что ехала, знала, куда еду, на что я еду, не боясь, и мне это нравится. А чем планируете заниматься после окончания специальной военной операции? Вернетесь на скорую? Конечно, жизнь до и после отличается, и я бы, конечно, хотела продолжить службу. Дальше спасать жизнь. Да, Это ваше призвание. да. Вам это нравится, а как семья? Я понимаю, что вы ее в первый раз вы поставили семью перед фактом, насколько знаю. Сейчас как они реагируют, и знают ли они или узнают из эфира, что вы собираетесь продолжить военную службу? Ну, дети у меня уже взрослые, у них уже самостоятельная жизнь. Первый раз, когда я поехала, на самом деле я их поставила перед фактом, но, как говорит мой сын, если ты что-то решила, тебя ничто не собьет с пути. Ты так решила, так и будет. А кто ваши дети, чем занимаются? У меня сын и дочь. Дочь старшая, ей 27 лет. Она закончила авиационный, магистратуру в нефтяном, работает. Сын учится в Москве, в университете имени Губкина. Тоже заканчивает магистратуру, подрабатывает. В общем, все хорошо, все довольны. А я вообще детям благодарна за то, что они, во-первых, сами учились на бюджетной основе, учатся и, в общем-то, меня не обременяют. Такими Большое детьми спасибо. можно и нужно гордиться. И огромная благодарность им за то, что они вас поддерживают. И, безусловно, терпение им в тот же момент. Вы неоднократно спасали бойцов там, в зоне СВО, из огня и воды. Вы понимаете, что совершаете подвиг? Нет, я просто делаю свою работу. И стараюсь делать хорошо. Мне нравится своя работа, и просто я ее делаю. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за ваш нелегкий, но такой важный труд. Желаем вам крепкого здоровья. Надеемся на новые встречи здесь, на Гражданке. Ну и в зоне СВО успехов. Передавайте привет ребятам. Спасибо большое. Спасибо за приглашение, спасибо за внимание. Вам тоже здоровья и мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо. А с вами увидимся через неделю. Победа будет за нами.